На днях состоялся парафестиваль с участием именитых спортсменов-паралимпийцев Анастасии Диадоровой, Степаниды Артахиновой и Алены Дмитриевой. Главная идея мероприятия – создать единую среду для всех. Студенты играли вместе с приглашенными гостями парафестиваля. Участников разделили на 3 команды, и все они попробовали свои силы в разных видах параспорта – футбол для незрячих, боча и волейбол сидя. Параспорт не проще обычных видов спорта. В нем много экстрима и острых ощущений. На деле оказалось не так легко забить гол с повязкой на глазах, ориентируясь только на слух. Боча требует точности, а волейбол сидя – хорошей реакции и особой ловкости. На парафестивале каждый участник смог почувствовать себя в роли параспортсмена. Несомненный плюс подобных мероприятий не только в популяризации параспорта, но и развитии в обществе инклюзивной среды. Такие встречи стирают границы стереотипов между обществом и людьми с инвалидностью. Каждый ребенок уникален, и у каждого свой способ восприятия мира. В этом главный принцип инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это возможность любого ребенка получать знания по программе с индивидуальным подходом. Это значит, что ваш ребенок получит равное внимание с учетом его особенностей и возможностей. Выбирая школу для своего ребенка, проверьте, есть ли в ней инклюзивный подход. Дети должны учиться вместе. Некоммерческая организация. Организация, созданная для достижения целей, направленных во благо обществу. Для развития некоммерческой организации Якутска прошел семинар-практикум от Телицыной Александры Юрьевны. Это образовательный семинар, который помогает людям, в данном случае в Якутске и вообще по территории всей Якутии, при реализации их проектов, которые очень часто решают социальные проблемы, привлекать средства, понимать новые тренды, как это сейчас устроено в мире, и использовать разные новинки, лайфхаки. В Якутии зарегистрирована 41 некоммерческая организация по разным направлениям. Новый, как сказали, лайфхак – это вот СМС-сообщение на концертах. И каждый раз, даже слушая одну и ту же лекцию, ты для себя берешь что-то новое, понимаешь как-то по-новому. Рекуррентные платежи на сайтах. Вот это единственное, что новое я узнал с этой первой части. Мы вообще не зарегистрированы никак. Мы хотим вот зарегистрироваться и что-нибудь такое уже дальше идти вперед. Раньше мы никогда не привлекали денег со стороны. Но теперь выяснилось, что есть такая возможность. А теперь выяснилось, как эту возможность реализовать. Также фонд Харсхал принял участие в организации семинара-практикума для НКО. Такие семинары для некоммерческих организаций, они нужны для того, чтобы они могли привлекать не только грантовые средства, но и другие источники использовали. Да? И каждая общественная организация, она реализует свой какой-то уникальный проект. Да? И для этого уникального проекта очень много инструментов. И чем больше у тебя инструментов, тем лучше, как говорится, строится дом. Да? И для некоммерческих организаций это, конечно же, новые знания. Мы, конечно, благодарны за то, что нашу работу тоже видят в федеральных структурах и федеральные организации тоже. Нам важно, чтобы наш некоммерческий сектор в республике тоже так же развивался. Семинар посетили не только опытные НКО, но и те, кто только мечтает открыть свою организацию. Все дети имеют одинаковые права, независимо от цвета кожи, пола, возраста, особенностей или религии.
Они имеют право на равный доступ к образованию, на защиту от дискриминации и на полноценную семью. Перед детьми стоят много преград, но если мы будем соблюдать их права и создавать им условия для их реализации, они смогут достичь многого. Каждый ребенок особенный. Все дети равные. Узнайте больше на сайте perspektiva-inva.ru. Мы продолжаем знакомить вас с мотивирующими и вдохновляющими кинокартинами о людях с инвалидностью. Действие фильма «Сильнее» происходит в апреле 2013 года. Герой Джефф Бауман отправляется на трассу традиционного бостонского марафона, чтобы поболеть за свою девушку Эрин. Террористы взрывают бомбу. Среди зрителей и участников соревнования множество пострадавших, в их числе и Джефф. Врачи вынуждены ампутировать ему обе ноги. Молодой человек становится человеком с инвалидностью. Эрин увольняется с работы и посвящает все свое время уходу за Джеффом. Она переезжает в дом матери, с которой он живет. Джефф запомнил лицо одного из террористов, о чем и сообщил ФБР. Благодаря этому он превращается в национального героя. У него постоянно берут интервью, его приглашают на знаковые мероприятия, в том числе на спортивные матчи. Но жизнь Джеффа осложняют серьезные проблемы. Он не может освоить протезы, которые причиняют ему боль. Его мать постоянно ссорится с Эрин. Размолвки между молодыми людьми становятся все более серьезными. Сможет ли Джефф справиться с подобными трудностями? Станет ли он настоящим образцом для подражания, символом преодоления трудностей, образцом несгибаемого характера? Вы узнаете, посмотрев фильм «Сильнее». Австро-германская телевизионная драма «Это жизнь для тебя» режиссера и сценариста Шерон фон Виттерсхайм. Молодой и талантливый пианист Лука живет в мире музыки, успеха и признания. Несмотря на юный возраст, он уже многого добился, но дальнейшая судьба Луки складывается не так, как это предполагал он. Нелепая автомобильная авария в одночасье лишила юношу возможности ходить, а вместе с тем и играть на фортепиано. В полной мере сознавая свою ущербность и конец музыкальной карьеры, он пробует покончить с жизнью, но неудачно. Теперь ему остается только смириться со своим положением и заново учиться не только двигаться, но и быть музыкантом. Любопытный дорожный роман о двух тяжелых во всем отношениях людях, снятый в лучших традициях жанра. Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов. Жизнь 27-летнего Витьки Чеснокова по кличке Чеснок увлекательной не назовешь. Днем он работает на заводе по переработке мусора, вечером напивается в местном кабаке, выискивая возможности подраться, а потом отсыпается в тесной квартирке тещи, где он живет с нелюбимой женой и нежелаемым сыном. В попытке разорвать порочный круг Чеснок даже пытается взять кредит на отдельное жилье, но получает отказ, который его еще сильнее злит. Злоба это выливается на внезапно вернувшегося в город отца Витьки, обездвиженного травмой пораженного уголовника Леху Штыря. Штырь бросил сына мелким пацаном, и теперь Витька готов отплатить отцу тем же. Недолго думая, сын решает сдать его в дом для престарелых и людей с инвалидностью, чтобы заполучить его квартиру. По дороге в дом престарелых отцу и сыну предстоит не только узнать друг друга, но и столкнуться с множеством опасностей. Сегодня мы презентуем новую рубрику «Телеофис». Тема каждого выпуска будет посвящена конкретному вопросу для улучшения жизни человека с инвалидностью. На ваши вопросы будут отвечать ведущие специалисты государственных и бюджетных организаций. Тема сегодняшнего выпуска – как человеку с инвалидностью бесплатно получить средства технической реабилитации. Средства технической реабилитации – это общее название средств для облегчения повседневной жизни людей с инвалидностью и с другими ограничениями жизнедеятельности. В перечень средств входят специальные средства для самообслуживания, для ухода, для ориентирования, общения и обмена информацией, средства для обучения, образования и занятий трудовой деятельностью, протезные изделия, тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь. В России предоставление технических средств реабилитации людям с инвалидностью бесплатно за счет средств федерального бюджета. Чтобы получить данное средство реабилитации, вам необходимо обратиться в территориальный фонд социального страхования. Когда гражданин проходит медико-социальную экспертизу,
Федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации. И что там прописано, технические средства реабилитации, которые положены конкретному гражданину. Для этого после установления инвалидности с индивидуальной программой реабилитации и абилитации гражданин может подать документы. Заявление на получение ТСР оформляется на месте, то есть ФСС, по утвержденной форме. Также вы должны предоставить следующий пакет документов. Документ, удостоверяющий личность. Для детей до 14 лет свидетельство о рождении, индивидуальную программу реабилитации, а также СНИЛС. Если ТСР уже приобретено, то вы можете подать заявку в ФСС на возврат средств. Для этого нужно предоставить вышеперечисленный пакет документов плюс приложить товарный и кассовый чек. Заявление вы можете подать несколькими путями. Подойти в территориальный фонд социального страхования, обратиться в центр «Мои документы», отправить заявление почтой или через уполномоченного, который есть в каждом районе Якутии. Срок рассмотрения заявления разное, но самое удобство – средства будут доставлены вам на дом. Не стоит забывать, каждое средство выдается на определенный срок и подлежит замене. Например, если вот слуховой аппарат у нас раз в 4 года, кресло-коляски тоже начинаются от 4 лет, 5 лет, вот там тоже по видам делится, да, поэтому есть определенные сроки. Но абсорбирующее белье, вот эти подгузники, памперсы, они выдаются на 1 год. Телевизор вот мы выдаем, да, потом сигнализатор, у них тоже есть определенные сроки. Вот если когда срок подходит, то они могут подавать нам этот заявление на обеспечение. Досрочная замена может быть, пишет заявление на медико-техническую комиссию. У нас в фонде тоже есть прямо специальным приказом медико-техническая комиссия. И на определенный, вот он пишет, что сломалось, да, ну вот бывает эти кресла, коляски, они сроком даются на 5-6 лет, да, вот эти бывают эти чаще слуховые аппараты. В таких случаях мы проводим медико-техническую комиссию на основании заявления, и комиссия решает или подлежит к ремонту, такой у нас тоже может быть, да, или это досрочная замена. В случае, если ваше средство пострадало в пожаре или его украли, то вам досрочно выдадут новое. Если у вас еще остались вопросы по получению технических средств реабилитации, можете позвонить на горячую линию Фонда социального страхования.